Итак, друзья, как я вами обещал, мы сейчас посмотрим, что за выпуклость у нашей щучки. Вот сегодняшний оторванный продольник, вот он так был привязан, попала щука на первый крючок. Я не знаю, как это случилось так, но она, получается, сама-то она осталась, а весь остальной продольник она перегрызла. И сейчас мы посмотрим. Кстати, вот, запустили автоклав, весь вечер разделывали, ну как весь вечер, часа два, наверное, точно прошло. Разделали вчерашний улов, закинули по банкам, так что консервы у нас будут. Так, эту щуку мы... Так, первым делом сначала посмотрим, что у него в желудке. Только разделывать ее буду немножко по своему рецепту. Мне просто было очень-очень уже интересно, что у нашей щуки в желудке. Что она такая толстая. Окунь, все верно. Получается, наша сегодняшняя щука попала на вот такого здорового окуня. И как бы я ее взял, вот. Получается, наш окунь попал на вот такой вот большой крючок. На такой большой крючок. На крупного, наверное, гальяна. Да, на большие крючка нет. Получается, на озерного гальяна попал вот такой вот окунь. И вот на такого окуня попала наша красавица щука, которая перегрызла наш продольник. И вот такие щуки едят вот таких вот окуней здоровых. И говорят, большому куску и рот радуется. Действительно, это так. Так что сделали свои выводы. Конечно, таких живцов мы наживлять не будем. Но вот таких вот озерных гальянов будем. И крючки меньше этого ставить точно не будем. Возможно, буду ставить больше. И, наверное, буду ставить двойники. И в идеале, конечно, было бы, наверное, поводки. Потому что я вот даже через перчатки чувствую, что вся леска погрызана. Леска 0,8. Она до того вся погрызана, что вот такое усилие, и она порвалась. То есть этой щуке оставалось совсем немного до того, чтобы она ушла. Она всю леску, как наждачная бумага, вот всю перегрызла. Так что если рыбачить на щуку, значит надо что-то думать такое, или металлические поводки, или я не знаю что. Но перегрызает все подряд, даже вот такую вот толстую капроновую нитку. Как-то вот так, это вот такое короткое отступление. Это было уже вечером. А сейчас сейчас вы будете дальше смотреть нашу дальнейшую проверку продольника. Как-то вот так. Друзья, всем большой привет! Мокрый октябрьский день, 9 октября, время уже без 5:03 вечера. Светового дня осталось где-то часа полтора-два, но этого, я думаю, будет достаточно, чтобы успеть доехать до избы, по пути при этом проверить 3 продольника. Остальные продольники проверяют ребята, они вчера уже заехали, Саня с Серегой и еще один друг Иван. Так что нам сегодня будет совсем не скучно. В избе будем жить вчетвером. А сколько будем жить, это одному Богу известно. Потому что все необходимое мы уже до этого завезли. Сегодня вот тоже в гермомешке от Максихода, в ведрах, 20-ках, 30-ках и в контейнере Арктика мы взяли все самое необходимое для комфортной и нормальной жизни в избушке. Остальное все уже там. Въезжаем. Чем удобно вот эти все ведра пластиковые большие, они легкие, в то же время в них можно складывать все свое имущество, не боясь, что оно намокнет. Также вот этот гермомешок даже не стал ничего укрывать, потому что при
проверке продольников этот тент не будет мешать. Все, погнали. Бывает и такая поездка. Не всегда хорошая солнечная погода. Есть и встречный ветер с дождем. Дождь поливает уже вторые сутки. Вода прибудет по-любому. Она начала прибывать и очень быстро. Так что скоро, очень скоро мы пересядем, наверное, на другую лодку, когда можно будет ездить без страха повредить редуктор. Мы пересядем на обяжку, поставим шармакс, потому что этот хоть и экономный, но не работает морозы. Тем временем мы приближаемся к продольникам. Скоро начнем проверку 3 продольников. Остальные, я так думаю, ребята уже проверили. Что-то плывет. Что-то плывет там. Сейчас подъедем, посмотрим. Я думал, что-то интересное. Лось, медведь. А это просто коряга. Вода прибыла. И вот с берега я уже ненароком издалека подумал, что это башка лося. Ладно, погнали. До продольников осталось уже совсем немного. Если бы не плащ парка, я бы уже был бы насквозь сырой. Благодаря этой одежде остаешься. Только надо что-нибудь еще на задницу придумать. Все равно вода стекает. Вот здесь вот. И задница сырая, остальное все сухое. Штаны, наверное, какие-то надо придумать. А они у меня есть. Завтра накинем. Погнали. Ну вот и подъехали к нашим продольникам. И вода заметно прибыла, уже видно. Это дает шанс, что шевельнется налим с ям. Налим, та же щука. Как бы есть надежда на хороший улов, но в то же время это сейчас опять же будет забивать все мусором. Очень много мусора будет. Ну что, главное, чтобы рыба ловилась, а мусор это второстепенно. Вчера ребята говорят, вроде бы не успели эти проверить, или проверили, не знаю, сегодня. Но вчера они уже налима ели. Так, натяжка есть, но это еще не факт, что это рыба. Потому что, повторюсь, очень много мусора. Натяжка очень сильная. Не пойму, но никто не дергает в то же время. Насаживал сюда ершами. А вон в конце что-то дохлый налим. Один дохлый налим. Чик небольшой. Так как я наживлял все ершами, окуня сегодня у нас нет. Окуня нет. Есть такой вот налимчик. Небольшой, но уже немножко он устал. Так что, скорее всего, пойдет на корм собаке. Ну да, жабры белые, но не пахнет еще. Собаке пойдет. Так, ну и все пока. Вот такой вот налимяка. Вон чем удобен контейнер. Сразу раз.
И все, не надо в лодку. В лодке потом это грязь, песок, все вымывай по новой. Все-таки классная штука этот контейнер Арктика. Компактный, с двумя ручками до 40 литров. И в то же время с маленькой крышечкой. Также можно в него сложить все продукты, не боясь, что они промокнут. Там у меня ведро, в ведре патроны. Забрал весь запах своих патронов. И заказал с Санчиком еще немножко. Саня завтра с города приезжает. Саня Мезенцев. И привезет нам патрончиков. Так что на осень, я так думаю, точно хватит. А к весне, я так думаю, будем уже заряжать сами. Наживлять мы сегодня будем опять же ершами. Толстые крупные крючки. Все-таки ерши дают шансов больше на налима, потому что вот такая мелочевка, как окуни, так все такое уже не цепляется. Вон, дохлых мальков убираем, гальяностях. Чуть-чуть мелковатый, но он не то, что не крупный, но все равно он нормальный твердый крючок. И если налим попадется, он уже его не сломает. Так что будем ждать. Будем надеяться на хороший улов завтра, послезавтра. Вода начала прибывать, я так думаю, что-нибудь да шевельнется. Так. Второй продольник. Ух ты, ух ты, ух ты. Что-то он запутанный. Скорее всего, здесь опять была щука. Только она может так запутать. Вон. Подняла продольник. Вокруг своей оси. Крутанулась. И, видать, перекусила опять леску, потому что никто не дергает. Или вон зацепилась об веревку, потому что здесь крючки маленькие, леска тоненькая. И вот этот продольник надо поднять по-любому и закинуть нормальный продольник с толстой веревкой, с большими крючками, потому что весенние продольники на осень не годятся. Весной у нас идет ходом язь. Ловим язя в основном, заготавливаем. А осенью как бы надежда на налима и на щуку. А как мы видим, щука имеет свойство перекусывать. Так. Ну да, вон продольник пустой. Продольник весь запутанный. Что-то было, но ушло. Он, походу, даже я нашел перекусанную. Не это. Ну, в общем, кто-то был, это по-любому. И это кто-то, скорее всего, щука, потому что запутано все. Вот. Ладно, сегодня еще закину, а завтра мы поменяем, потому что сегодня у меня продольник еще не приготовлен. Сделаем в избушке и закинем. Так, ну вот и третий наш продольник, на котором была у нас великая здоровая щука, и которая ушла, и не исключено, что продолжает хулиганить, потому что запутала предыдущий продольник. Сейчас посмотрим, что у нас на этот раз.
Давай налимчика на пару килограмм на сегодняшний ужин. Не знаю, поймали ли ребята что-нибудь. Они втроем проверили 9 продольников. Я так думаю, что-нибудь по-любому они поймали. Вчера поймали, сегодня, о, натяжечка есть, что-то дергает. Здоровенный окунь. Здесь он уже один раз уходил. На этот раз я лучше возьму его в сачок. И там что-то, ох ты, налим, там налим. Так, если с этим окунем мы разберемся. Вот наш налим на пару килограмм. Щука, вот тебе и налим. Это не налим, друзья, это щука. И на этот раз нам повезло, она не ушла. Нам повезло, друзья. Она не ушла. 2 дня барахталась и не соизволила перекусить леску. Это чудо. Не перекусила, потому что вон двойная леска. То есть поводок она заглотила по самые не балуй. Тонкий поводок она по-любому перекусила. А основной продольник, он был немного толще. Основная где-то 0,7-0,8 основание. И так как она двойная, все ясно. Наша щука опять попала на окуня здорового. Вон торчит хвост. Все повторилось один в один. То есть попался здоровый окунь. Вот он в животе. Помните, я в прошлом ролике вам говорил при разделке, как это было. И вот все повторилось. Вот наш окунь здесь. И наша щука, получается, хапнула нашего окуня. И только благодаря этому нам повезло. И она не перекусила ничегошеньки. Вот я не знаю, как она перекусывает. Я сейчас пытаюсь порезать объемные зубы, леску. У меня не получается. О, получилось. Вот такая щука. Килограмма на 2,5. Инцкаден. Отлично. Щука вообще красота. Вот. Отпускаем тебя в наш контейнер. И возвращаемся. Вот такой вот окунь здоровенный. Где-то на полкило, не меньше. Вот такой вот окунь. В прошлый раз он у нас ушел. И на этот раз он, смотрите, оставалось совсем немного. Возможно, если бы не достал подсак, тоже могла уйти. Так что улов у нас не пустой. Вот он, здоровый окунь, щука и налимчик. Ставы сбор. Все получилось, друзья. Проверка продольников. По крайней мере, 3 моих продольников, что я проверил, я считаю, прошла удачно. Рыба есть. Есть щука на малосолку. Окуни на уху. Я так думаю, налимчик, не знаю, если не испортился, тоже съедим его, сварим уху или пожарим. А там 9 продольников проверили ребята. И если у них получилось что-то заснять, сейчас вот это мы, конечно же, посмотрим. Первый продольник. Есть натяжка. Этот братан еще и уплывет. Его сачок у нас просто классный. Атласный. Достался нам. Там еще один, прикинь.
Это хорошо. Не, там топляк. Там топляк. Вот такой вот, братан. Ну все. Все. Хватит. Тюрмас. Там топляк. Выключай. А, хотя... Ты уже выключил? Нет, Не выключил? нет. Все. А, и новая запись пошла. Посмотри сам. Так, Ну а мы что, наживляем, отпускаем и едем в избу. Сегодня у нас теплый душевный ужин в рыбацкой избе. Сегодня наша компания 4 человека, и сегодня нам будет весело. Ужин, я так думаю, они уже приготовили, потому что целый день льет дождь. Все дела созванивались, они уже сделали. Так что впереди самое приятное. Увидимся в избушке. Ну, оказывается, я не один катаюсь, еще он тоже катаются вовсю. В избе не сидят, не балдеют. Все в процессе. Че, все на сегодня, да? Нет, тут 6 продольников осталось. Сколько? 6. А вот эти вот? У меня гальяны кончились, я не стал проверять. Ну, пойдем в избу, да, по бырику потом проверим на казанке. Ну, это естественно, но хорошо. Так что еще... Так что еще сегодня не все. Так что еще 6 продольников мы проверим. Че там, пятерка дала что-нибудь? Одна щука, Хорошая? килограмма 2. Ну, у меня тоже 2,5 где-то. Так что уже 2 щуки. Видео засняли? Так что смотрим видео. Что-то там есть. Приготовим сачок. так, запись пошла. Это у нас челобрек, окунь на гальяна, прикинь. Да, красавчик. Хороший окунь. Так, что Хороший налим ползет. хороший, да? Сейчас посмотрим. Так, с какой стороны? Давай следующий. Опять? Как вчера? Ага. Ну, полторашка где-то. Нет, килограмм на 2 где-то. Да. Килограмм на 2 есть. Все, Отлично. подруга, все. Да, душечка есть. Четко. Ладно, есть железно. Есть железно. Ты там же живцы. Уже съела одного, хватит. Что запись-то? Хорош? Все, да? Так, без матов. Так. Саню с Серегой вы знаете, а главного матерщинника вы еще не видели. Это Иван Сутропян. Нет. Сырой Иван. Всем здравствуйте. Я вообще насквозь Привет. полностью. Привет рыбакам-охотникам. А не убирай, тут все можно, уже вечер. Плащ не спасает. Плащ не спасает. Я уж тебя спросил, говорю, плащ вести? Нет, так есть у меня плащ, и чего? А нет, тот нормальный, который это... У меня же был еще плащ-палатка, еще будки смотрел. Не знаю, что пробил, он почему-то сырой. Так, здесь все хорошо, но еще предстоит небольшой выезд, проверочка, да? По-любому надо. По-быстрому, да. По-быстрому. Так что мы еще видим немножко рыбалки перед застольем. Да, Иван? Есть Как, еще? как отдыхается? Компот есть еще? Компот. Конечно, есть. А тут кончился? Так, ну что, дискотека продолжается. Дальнейшая проверка у нас будет на казанке, потому что на казанке это дело удобнее намного, чем на Уралочке. Уралочке задний ход давать это
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Старость не радость. Ой-ой-ой. Чуть доску не сломал, ну. Своей тушей. Сколько веса-то? 120? Не, без одежды 94-95 где-то так. Сейчас возьмем бутылочки еще с нашей лодки. Здесь она мешалась бы, да, Уралка? Мешаться будет. Такая дура. Так, значит, сегодня налима крупного нет, да? Только это. А где говорит? Сейчас. Это... Да, чемодан классный, да? Ну, вон, видишь? Может, чуть больше, да? Или такая же? Такая же, Или толще. Зато вон какой окунь. Ага, такие тоже у нас. И налимчик. Так. Так. Так, сразу шипта. Иска. Не, зачем? Это тоже. Добавить, говорит, коробку. Вон. Раз. 2. 3. Да? Там у меня по 2. Там еще 4 есть. 4 не надо, да? Хватит, пока все видно. Сачок взяли. Все взяли. Поехали. Там не помню, какой из этих, первый или второй этих попались-то в этот. Тоже зацепились, ведь порвали бухтера, тоже один. Тоже порвали. Да тут бревно просто, видишь, лес падает. Ну там бревно не из леса, там кругляк, но пиловочник, блядь, лежит. Не пиловочник, а этот. Блин, надо бредежок какой-то для ершей, да? Запас вот пока идти есть, блин. Сделать. Так, все. Осталось 6 продольников. Не успели парни. Пока удочки в клеточку проверили, пока закинули. Ну, надеюсь, за темноту успеем. Нет, так фонарик есть. Главное, вот эти первые 3 найти. Они с одной бутылки были. Вода прибыла, лишь бы их не утопило, и они прозрачные. Так что взяли по бутылочке, добавим, и будет все как надо. Это я сейчас ехал, не видел. Вода прибыла вообще-то. Добавить что, продольник? Ну, кто приготовил большие крючки. Смотри, какая длинная веревка, да, и запаса практически нет уже. Да, здесь, наверное. А первое было 2. Это первое, значит. Буду ошибил. Скользкий же он. Как Иван Григорьевич говорит, как цыганский ребенок. Ну, на первой же 2 и было. На первой было 2, на второй 3, на третьей 4 было. Так, тут гальянчик живой. Оба живые. Теперь надо бутылку, наверное, будет добавить, да? Бутылку сейчас, да, добавлю. Пока пусто. Я там по 2, да? Там по 2, да, тебя увидим. Усад! Ой, блядь, ручки нету. Взял до ручка, ручки нету. Надо убрать ее, чтобы не обманываться. Глубина тут, мама, не горюй. Тут метров 5 сейчас, наверное, глубина. Запаса уже тюлькин-тють. Ближе к берегу лучше кидать, наверное, Серег. К берегу еще глубже. Да? Ага. Вроде какие длинные, да, веревки были? Вообще, ну. Космоса делаем. Что, нет натяжки? Есть? Ну что-то непонятно. Может быть и мусор. Видишь, что двойник-то вон кто-то схавал.
Ну, просто так, тем более. Да, кто-то дергает. А вон есть что-то, да? Налимчик. Жаренок или окунь? Налимчик. Запутал ты все, блин. Главное, что живой. О, да. Так что сегодня у нас что? Ужин с налимов будет. Там все вчерашнее есть, дохлячки. Он такой вот, где-то на полкило весом. Ну, вчера одного такого пожарили, на двоих хватило. Такого? Ничего себе. На сковородку. Ну, может, чуть больше было. Больше, наверное. Да. Блин, бутылку уже отвязали. Я хорошо, что руку не отпустил. В общем, еле нашли первую бутылку. Прострелена. Кто-то, Дробинки. какой-то ококотник, видать, в сумерках выстрелил. Думал, наверное, что подранок. А оказалось, это бутылка. В общем, чуть было не было, чуть не потеряли. Хорошо, что взяли с собой запасные бутылки. И сейчас мы их поменяем. Так, дайте я. Так, да, я достану. Где они? Вон там спереди есть. А вон зеленая тоже такой. Или ты сейчас скинул ее? Да, это я сейчас закинул. Давай их кусты. Любую. Специально взял. Добавлять хотел. Голд пойдет. Белую и снизу вторую короткую для подстраховки. И из-за этого две бутылки цепляю. Все-таки, если одну прострелят, хоть у второй шанс есть. А у меня кучно ружья стреляет, она обе бы зацепила. Да. Эту надо, да, отвязать? Чудики, блин. Да не, пусть будет. Я обычно на конце узел ставлю, уже не развязывает. На самом конце. Сюда дорожек. В общем, сейчас пока не слышу, чтобы кто-то дергал. Сейчас мы это проверим. Так, но те три, надеюсь, найдем, если тоже не простреленные. Те три были, да? Были. Те были видно. И вот это. Завтра могли бы ее не найти уже. Вода бы прибыла еще и утонула бы. Продолжаем поиски третьей тройки. Уже в кромешной темноте. Стемнело просто очень и очень быстро. Плюс волна, плюс дождь, плюс ветер. Фонарик Арматек немного подсел. На самую мощную подсветку уже не хватает заряда. 4 уровня. Вот сейчас на 3-м уровне. Вон, Серега. Наверное, да. Один продольник нашли. По расстоянию похоже на первое. Не первая? Похоже на первую по расстоянию примерно. Видно будет. Нет, так и в рот компот. Пароход, стой! Так. Блин, ослепил сам себя. Одну нашли. По идее, почевить ведь вон где дальше. Забери весло. Все нормально, а? Весло бери. На, бери меня фонариком, да. Все, кусок, та ты судья данный. А то под лодку уйдет. По расстоянию, да, это должна быть самая верхняя, по идее. Вот и зером талон. О, натяжка есть, да, вроде? Нет? Нету. А тут мелкие крючки, да? Я не помню уже. Пусто? Не дергает никто. Ну, ладно, значит на двух вторых. На двух остальных продольниках, последних на сегодня, должно попасться одна щука и один налим. Это мои прогнозы.
Нет, 2 налима и 1 щука. Так, вот другой. Твои прогнозы, Серега? И прогнозы, один налимчик попадется. На 2 продольника? Все, делаем ставки, господа. Встречаемся на 2-м продольнике, если, конечно, найдем. Так, до 2-го потихоньку набрались. Снимает, да, камера, Серег? Как понять? Ну, видно ведь, нет, снаружи экран. А, да, да. Так, сачок приготовим. Серега сказал, налим есть. Налим. Не знаю, что там есть, налим или нет. Пока одна грязь, да? Пока одна грязь. Пришел, как говорится, не вот стены морской, но что-то тяжелое. Охрененно тяжелое. Скорее всего, это зацеп. Это зацеп. Что-то, скорее всего, было и зацепило. О, что-то есть там, язь или щука, или окунь. Ну, якорь тащим, да? Походу, да. Ясь. Давно тебя не было видно. Да успокойся ты. Я никто прогнозы не давал. Ни ты, ни я. Блин. Понимаю, продольник слишком длинный был. Можно и отрезать его. Все, дальше пусто. Все, наживляем, отпускаем. И будем искать 3-й продольник. Последний на сегодня. А здесь кто-то был. 100%. Потому что продольник запутанный и был в коряге. Тарам-та-тарам-тарам-там. Как-то вот так. Бывает и такая проверка. За осень у меня одна уже похожая была проверка. Там только с такой разницей, что мороз стоял -6. И лед был по всей лодке. И фонарика не было еще до кучи. И был один. И было очень страшно, если честно. Нету, Серега, налимчика твоего заказанного. Ну, пустой крючок вот есть. Пусто. Пустота. Да, что-то здесь налим пока не проплывал. Ёршики живые есть. Ну, ничего страшного, зато проверили, насадили живыми и все. Почистили, уже на завтра будет надежда. Так что этот уже плесенью покрылся. Увидимся в избушке, да, Серега? Надеюсь, если доедем. Должны, обязаны. Так, не знаю, видно, не видно. Хрена не видно, сейчас сделаем, чтобы было видно. О. Так, пока готовится ужин у нас с жареной картошечкой и с налимчиком. Ждать это долго, замерзли мы сильно и решили сильно пока не скучать, чтобы пропустить по 50 капель живой воды. Кто против? Ваня, ты против? Ни за что. Саня, ты против? Саня против. Серега против?
Я только за, я Всё. уже готов. Так что Так что Саня врет, он мы в всегда избе, это уже хорошо. Компания собралась веселая, так что Чики-пемпы. скоро будет очень весело. Приготовим налимчика, картошечку и И все будет ческать. праздник нам приходит, праздник нам приходит. А потух? Ставь сбор, снимай-то. А, да? Да, ставься, снимай-то. Ну, все, тогда ладно. Будет даже снимать, как ты щуришься там. А, да? Так что веди себя красиво. Я понял, принял. Ай, just good. Не морщись, пил. Не дуйся. Это морожка, плодоножки морожка. Мишка ходит, звонит. Все, ждем Жареху. Надеюсь, дождемся. Есть, ну. Ну как, покажи, какой окунь. Вот. Вот. Вот, видишь, какого окуня заглотила, да? А во рту должен быть это, видишь, с икрой. Тоже вчера с икрой был. Вчера точно такая же история, только щука чуть-чуть крупнее была. А вот что, крючка не вижу. В окуне, в желудке. У окуня прям. В окуне, да. Окунь попался на продольник. Вот где-то в этом должен, в окуне быть. Вот он, крючок. А, есть, да. Вот он, крючок. Видишь, на какой маленький крючок попал это? Если бы щука попала на этот крючок, она бы его просто перекусила. Ну да. А так как она... Возвращаю. Так как она заглотила окуня полностью, она потом уже двойную, ну, основание лески не смогла перекусить, да и окунь, наверное, мешал жевать ему. Ну. Видишь, какой обжора, блин, говорит, ершей щука не ест. Если он таких вот окуней Окунь, здоровых да. ест, блин, Херали, щука любит ершей. также и ерша сожрет, блин. Ну, обязательно, она любит ершей. Вот второй случай уже на такой. Вчера только щука была крупнее, и окунь крупнее, еще крупнее заглотила. Вчера или позавчера? А, позавчера, наверное, уже. Да, Позавчера, да. Позавчера, да. Вчера вы проверяли уже. Все, последнее, да? Да, крайне. Ну все, вон там тоже уже картошка жареная, На налим на готовый. сегодня. Скоро уже это. Так, ну все, поехали. Че, Приехали сегодня, я приехал, вернее. Ребята Вася, приехали что уже ты вчера, а Саня тоже утром, да, приехал? В общем, приехали мы на осеннюю рыбалку, если получится, на охоту. В общем, скоро зима, возможно, через 2 недели, может быть, через неделю, кто знает, как она будет. Вон, Загадочная. Дима Канев с Рианмара уже написал, что гусь пошел, там холодно, все, там уже скоро будет зима, значит, скоро и у нас будет. Так что пришло время заготовок. Будем заготавливать рыбу, будем заготавливать дичь. Зима длинная, а кушать хочется. Так что... Всегда. Но, кроме заготовки заготовками, но в то же время это и традиционный отдых осенний. Весной на весновке, а осенью как? На снёвке. Осиновка, что ли? На снёвке. А, На весновке это на снёвке. Сосневка. Нет, оснёвка. Осневка. Весновка. Осеневка. Осенёк, во. О, осеневка. Да, не синька, а осенёвка. Не Да, путайте. не Осенник, осенник. пу- Не путайте. Осенник, вернее. Это не тебе. Осеневка, нет, это другому вот так, где Ну, оно. Видно, я нет, говорю. видно, А. не видно. Так что вот, надо немножко ниже было наклонить. Так. О, видно, да? Теперь видно. Вы Ушла подел. не обращайте внимания на Ваню. Ваня у нас С улицы. чисто коренной коми житель, так что он по-русски-то научился недавно говорить. Очень смешно, давай. Просто, Ну, вообще какой. просто была экспедиция, нашли это поселение и взяли Ваню это. Привезли. Для экскурсии. Бляха-муха. Для экскурсии. Сейчас попадет. Не упадет. Я же чувствую. макушка есть? Немножко, да. Чуть-чуть макушечка. есть. Ну, Надо чем мне, чуть-чуть побольше. это я говорю, 100% в никаком ресторане вот так вот кормить вас не будут, это точно. Даже близко. Так что за Свежий налим. осеневку. За осенёвку, свежего налима. За свежую картошку, кстати, тоже. Да. За осенник. За осенник. Осенник, во. Осенник, да. Во, все правильно. Осенник. Осенний налим, осенняя картошечка. Все за свежее. Будьте все здоровы, не кашляйте. Всем удачи.
Что сказать? Сейчас какие-то... Ромашка Одно. уже сегодня работает. А, да? Мясо никуда шарова. Отпуск закончился. Хлеб-то нянь не, А у вас Я только говорю, начался, да? не нарезали? У меня с сегодняшнего дня первый день. Что? Вот Отпуска. тут Сегодня раз. А, ну да, 9. День же сегодня. тоже в отпуске, да? Я тут с 18 вообще. А, Сентября. сегодня у супруги день рождения. У А, Сани, да? кстати, блядь. Марюк, золотая. С днем рождения тебя. Будешь смотреть мы в избушечке этот отдыхаем. клип от нас. Привет, большие поздравления. Да. Желаем счастья, любви и крепкого здоровья. Остальное все придет. Да. И Сашка придет. И поздравит. Через 2 недели. Сашка в пятницу приедет. Да. И все будет по фэншую. А, кстати, вот такой мелкий налим Вкуснее. Намного сегодня вкуснее. вкуснее, чем Намного вот эти вкуснее. Не балабаны. мелкий он, средний. Нормально налил. Это вот, которого ты вчера замочил? Нет. Нет? Он еще лежит. Как говорится, у ковалки. Это сегодняшнее, а вчера. Ну что, остался. Сегодня, пока был в зоне интернета, загрузил шорт, вот это видео, что я показал сегодня. Потому что и предупредил в закрепленном комментарии, что все будет потом. Потому что сейчас на выезде некогда. А вчера Титана-то не включали, получается, да? Не трогали. А ну, мы с Серегой посмотрели, я говорю, не, я точно включать не буду. И ускользя. Сам его Не, трогает. если бы это у вас просто пауэрбанк есть, если бы не было, включили бы Не, фонарики. в темноте-то. Я говорю, сейчас, наверное, мало кто уж по старинке пользуется свечкой, да? Навряд ли. Сейчас Наверное, свечка кто-то никто, была. наверное, не пользуется. Может А- это и есть. А вы вообще свечкой пользовались? Да. Достали еще? Вот. Керосинка и... Геннадий Геннадьевич, у тестя рюкзак мне достался сейчас он. Свечка там, да? Ну, там свечка есть, да. Старого, бытный. Мы Ещё. у этого у Ручева-то старого тут на избе жили, мы петли тут ставили на куропаток зимой. Ну, со свечками ходили. А куда ты с собой? Керосинку уже не потащишь. Свечка Не, у на него креп- была там Керосинка-то керосинка. была, просто надо с собой было таскать. Солярку Соляру просто. не потащишь, а эту свечку взял, она на Таскали, долго, а кстати, куда хватает. А, кстати, вот этот керосин, который в магазине продают, керосинка на нем лучше горит, чем на соляре? Вот честно, Просто не Геннадий, Не коптит. пробовали? Не коптить, да. Просто не коптит лучше. Стекло чистое Да. остается. не, если керосин чистый, он намного лучше, чем соляр. Ты знаешь? Что, еще по маленькой? Естественно. Ну, естественно. Это остатки сладкие еще, когда с Ромкой приезжали. А так вообще, насколько планируете? На неделю? Ну мы до пятницы с Ванькой. Серега в четверг уезжает. А потом на следующей неделе все, В что ли? субботу приедем. А В обратно? пятницу уедем. А, ну в смысле не с концами. не говорите. Нет, в пятницу уедем. То есть до закрытия навигации, Да, получается. да. 3 недели будем здесь. То есть Мы здесь как-то позапрошлый год ждали утку. Сидели, ждали. Ну нет утки. Серега еще такой, блин, как нет? Она же не была, должна же пойти. 17 октября. Все, закрываем навигацию, закрываем. Уехали, лодки подняли, на следующий день канонада, утка села, упала, блин. Попила. А мы дома. 17 октября было? 17 Что-то октября. рано мы закрылись. А потому что снег лежал по колено. Утки не было, вот и ушли мы. А утка потом бац и пошла день-два. буду в воскресенье. Я говорю, это можно ждать неделями, а можно вот как... Это то же самое, что игровые автоматы. Кидаешь, проиграл все. Один пришел, один раз кинул, блин, и выиграл. Джекпот, блин. О, Ваня капитана несет. Генерал вообще-то. Будущего. Надо слово придумать. Весновка красиво звучит. Осинник, осеневка, как-то что-то не так. Осенник. Так что, друзья, жду от вас Осенник. комментариев, как правильно назвать осенний период заготовки рыбы, дичи и все такие. Ну да, весновка действительно. Весновка да? красиво, да. А тут как осенний. Осеневка. Осеневка нет. Жду комментариев. Синька. Как- Синька. Ну, бывает и синька, что. А почему бы и нет? Человек должен Там ничего расслабиться. нету у тебя. Что ты взял-то? Хватит. Я ничего, это зазорно в ней уже Вот пришли. Промфердон, а. Мужской компании чисто сели, расслабились. Почему бы нет? Главное, днем не пить, чтобы на воде был трезвый.
Ну А да. вечером это в порядке вещей, все так Перед что сном крепче спалось, все нормально. душа дышала. Бессонница точно мучить никого не будет сегодня. Другие. Другие. Так что будем. Правильные мужики они поймут. И женщины правильные тоже. А которым не понять, это кони рез. Кониркага. Ами конярку дала, горты, горты угнайму. Скоро все будет. Блин, вот так вот, да, глазом моргнуть не успеешь, уже открытие первый Вообще лед и капец. все. Ахма, В время. этом году точно, конечно, хочется на озерах вот щуку на жерлице половить. Мы половим. А так я все-таки попробую, если у меня получится, дай бог, конечно, что получилось, еще на новом месте рыбалку на Налимов, на новом месте. На зиму. Потом, на зимнюю, да, потому что уже 3-4 места попробовал. Прошлый год не успел с выездом на Камчатку. А в этом году у меня планы есть, как бы, и думаю, что-нибудь должно получиться обязательно. Так что главное построить план. Да, Серега? Естественно. Ну-ка, скажи свое. запланировать, да? Что, чётко пошел слышно. караул менять? Ну там что-то конкретно кто-то вооружился. Дождь перестал, пойду в небеса постучу. Чё? Ну, как-то вот так. Первый день заезда подходит к концу. Вернее, он еще у нас будет продолжаться пару часиков. Мы это аккуратненько все съедим. Уничтожим. Посуда любит чистоту. Да. Ну, а завтра с утра у нас будет охота на уток. Выйдем по Надеемся. темноте, будем Надеемся. сплавляться. Если она будет, да, Надеемся. на границе песка, как я вам и говорил уже. Строго на границе они летят. С незаведенным мотором. Утка налетает, бах-бах. И в точку. Надеемся. Или бах-бах и мимо. Надеемся, я говорю, Да. в точку. Что будет четко. Посмотрим. Что добудем, завтра вам покажем. Да. Это точно. А потом проверка удочек в клеточку, проверка продольников, ну все как обычно. Что получится, заснимем. Что заснимем, смонтируем. Что Покажем. смонтируем, Покажем. покажем. Да, да. Да. Ну вот и все на сегодня. Если долго нет роликов, смотрите канал Яндекс.Дзен. Там до Нового года ролики идут каждый день в 17:00. Как-то вот так. Ну а сегодня все. До свидания. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Она уже будет завтра. Ну а для вас послезавтра.